Развитие речи у детей дает нам возможность понять, как развивается и функционирует их головной мозг. Мозговые структуры созревают в определенное время, и этому соответствуют определенные конкретные этапы развития. До 1,5 лет активизируется мозжечок, соответственно, малыш начинает ходить. Но если ему 2 года и он не ходит, то точно не стоит списывать это на какую-то индивидуальность, лучше забить тревогу. Если же малыш не говорит в 2 года и, скажем так, даже не пытается этого делать, то это очень серьезный повод для беспокойства. И как бы вам не хотелось списать на ту же индивидуальность, лучше не медлить, а все же попытаться выявить причину, чтобы успеть ее компенсировать. Потому что есть определенные зоны в головном мозге, ответственные за понимание и воспроизведение речи. Активизироваться эти зоны должны до 2 лет. Уже в 2 года малыш должен слова соединять во фразы. Если этого не случилось, то худший совет, который вы можете услышать, это просто ждать. И многие мамы действительно следуют такому совету и чего-то ждут. Но самый золотой возраст в жизни каждого человека с точки зрения нейробиологии – это возраст до 6-7 лет. Почему? Потому что это период максимальной пластичности головного мозга. Это значит, что даже если есть проблема, то у вас есть именно то золотое время, когда вы можете и должны ее компенсировать. Если окружение вас пытается утешить чьей-то как бы вдохновляющей истории о том, как чей-то брат, сват, бабушка, дедушка заговорили после 5-6 лет, то надо понимать, что, вероятно, тому были серьезные причины, такие как, возможно, органическое поражение головного мозга. Но на самом деле этих причин может быть много. В любом случае это не есть норма. Идите к специалистам как можно раньше. Еще до 3 лет все можно компенсировать в норму в 90% случаев. После 5 лет шансы уже где-то 50/50. После 7 лет возможно уже только симптоматическая коррекция, поскольку период максимальной пластичности головного мозга уже был упущен. Нейропсихологи говорят так: то, как функционирует базово ребенок в 7 лет, уже дает понимание того, как он будет жить. Поэтому никакая специализированная школа или коррекционный класс после 7 лет не даст того, чего вы могли бы добиться с куда большим успехом именно до 7 лет. Действительно, есть дети, которые самостоятельно и без какой-либо коррекции начинают говорить с 3 лет и, может, даже позже. Но это компенсированные дети. Значит, либо мозговая дисфункция была минимальная, и мозг смог сам наладить функцию речевой зоны, либо, возможно, были какие-то психологические проблемы в семье. Может быть, именно так они сказались на малыше. Может быть, имело место быть то, что любят называть педагогической запущенностью. Особенно в неблагополучных семьях мы можем это наблюдать. Там действительно по-настоящему мало говорят с детьми, и это таким образом на них сказывается. Итак, если в 2 года малыш не говорит и не пытается сложить слова в какие-то маленькие фразы, то первым забить должен тревогу ваш педиатр. Но вы должны ему об этом сообщить и получить направление от него на консультации следующих специалистов. Это невролога, психиатра и обязательно сурдолога, потому что вы должны исключить проблемы со слухом. Вы должны пройти назначенные функциональные исследования. Также обратитесь к дефектологу, логопеду и нейропсихологу. Основная нагрузка и надежда по большей части именно на этих специалистах. На основании заключения врачей они должны разработать индивидуальную программу помощи конкретно вашему ребенку. Объективно на медикаменты надежды немного, потому что длительное медикаментозное воздействие на стремительно развивающийся детский мозг в большинстве случаев непредсказуемо, и очень мало исследований, которые бы свидетельствовали о том, что это небезопасно. Поэтому применение в отношении именно детей под большим вопросом и на усмотрение специалистов. Обязательно сохраняйте все заключения специалистов
потому что истории задержки речевого развития — это далеко не всегда истории со счастливым концом, и эти заключения вам пригодятся в дальнейшем.